Добрый день, дорогие наши телезрители. Сегодня у нас в передаче «Американская мечта» молодой предприниматель, бизнесмен Улукбек Каламбеков. Надеюсь, что наша передача будет очень интересной и полезной. Смотрите нас. Каламбеков Улукбек Канатбекович родился 22 августа 1996 года в Бишкеке. Учился в 70-й гимназии. Параллельно обучался в музыкальной школе имени Шубина. Окончил Кыргызскую государственную юридическую академию. По профессии юрист-международник. В Соединенных Штатах Америки проживает с 2017 года. Занимается бизнесом. Имеет траковую компанию, бизнес по сдаче в аренду люксовых машин и компанию по изготовлению ширдаков «Ширдак Волд». Основная деятельность Улукбека – трейдинг, продает акции на американской бирже. Женат и воспитывает дочь. Хобби – любит играть на фортепиано и читать книги. Улукбек, расскажите, вообще, как получилось, что вы изначально приехали в Чикаго или вообще в Америку, да? И как это началось, в каком году, сколько лет вы здесь? Можете об этом подробнее рассказать? Приехали мы в 2017 году в Вашингтон на Олимпиаду по международному праву. Потом в Чикаго переехали, поступили в IT-школу, решили стать программистами. Вот. Моя супруга сейчас и друг, мы втроем приехали. Они до сих пор сейчас в IT. Я полгода поработал в Денвере, в Колорадо, но мне не понравилась офисная работа, потому что через 2 месяца уже наскучило одно и то же делать. Я решил уже заниматься бизнесом, но для того, чтобы заниматься бизнесом, мне нужны были деньги. Я решил поработать год-два на траке. И вот 1,5 года отработал. Сейчас занимаюсь трейдингом. Параллельно сдаю в аренду траки, машины. Супругу открыли в прошлом году магазин, онлайн-магазин по хендмейд продукциям. Сейчас на данный момент работают у нас более 80 женщин в Кыргызстане. И продаем здесь, производим в Кыргызстане и продаем здесь наши ширдаки, шахматы, все наши сувенирные изделия. Расскажите, если не секрет, какая была большая у вас сделка и сколько вы заработали? Не секрет, да. В течение дня я заработал $11 000. Это было месяц назад. Это просто все совпало. Все мои стратегии безошибочно сработали. И также я большими порциями заходил в эти акции. Вот. А так, не нужно думать, что это каждый день может быть продолжаться. Иногда плюс $1000, иногда можете потерять $3000-$4000. Все зависит от суммы, изначальной суммы. Например, кто-то трейдит миллионами, кто-то $100 вкладывает, кто-то $10 000. То есть кто-то может и потерять. Да, кто-то может потерять. И вообще это как вообще в любом бизнесе нужно вообще, например, скажем, водить вертолет, да? Недостаточно сразу, если, например, залететь, то можно и умереть сразу. А нужно сначала научиться, на симуляторах поиграть, да? И точно так же в трейдинге есть paper money. Paper трейдинг — это когда вам просто цифры дают, и вы этими цифрами торгуете без реальных денег. И вот когда уже на этом научитесь, уже тогда нужно приступать и с деньгами, которых не жалко потерять. У меня блог есть в Инстаграме, тоже веду. И все спрашивают, сколько нужно вложить, чтобы столько-то заработать. Это вообще никто не скажет так, потому что это все зависит от трейдера. Некоторые зарабатывают десятки тысяч $1000 в месяц, некоторые. Это все в процентах считается, да.
И также спрашивают, можно ли вкладывать во всякие тифкоин, не знаю, такие вещи уже нужно очень осторожно все подходить. То есть тифкоин это криптовалюта? Ну, криптовалюта, да, насколько я слышал, но нельзя, ну, я так думаю, нельзя вкладывать такие деньги в такие проекты, в которые ты сам не уверен, да, и сам не можешь контролировать. Какие виды есть трейдинга и вообще, что она из себя представляет? И расскажите, это просто интересно. Вообще есть понятие трейдинг и инвестиции. И трейдинг это когда ну, в краткосрочном порядке покупаешь, продаешь и наоборот. Инвестиция это когда покупаешь и держишь. Независимо, он упал либо поднялся, просто докупаешь и все. Там на 5-10 лет, в зависимости от стратегии. Виды трейдингов есть дейтрейдинг, это когда в течение дня заходишь, выходишь, там покупаешь по 100 и там выходишь, да, сразу же в этот день продаешь. Есть swing трейдинг, например, покупаешь по 100 и у тебя цель продать по 110. И независимо, через пару минут это случится, через 2 недели. Ну, это каждый выбирает свой вид трейдинга, как ему комфортно. Кто-то любит бежать марафон, кто-то спринт. От человека зависит. Да. Продолжение нашей беседы, улыбок. Расскажите, ну, например, о семье. Где вы родились, сами откуда? Можно о родителях? Родился, вырос в Бишкеке. Папа из Баткена, мама из Сыкуль. В общем, родился в семье врачей. Папа врач-хирург, на данный момент заведующий операционного блока, мама Киева. Мама была медсестрой, на данный момент сейчас дома. Старшей в семье, после меня есть братишка. Он тоже по стопам отца пошел, сейчас учится в Турции, на хирурга тоже не. Сестренка есть, 2 года назад женился. Сейчас есть дочь, 5 месяцев. Что вы цените в людях? То есть много человеческих факторов бывает в жизни, да? И какие ценности у людей должно быть, и что должно быть у человека в первую очередь? В первую очередь искренность, добропорядочность и честность, да? Потому что, и что немаловажно, открытость человека, потому что если человек закрытый, мне очень сложно вести с ним беседу и искренне поддерживать связь. Также очень важно понимать слово доверие, потому что это тоже одно из главных качеств человека. Улугбек также зарабатывает на аренде люксовых авто. В Чикаго у него более 10 автокаров премиум-класса. Кадиллаки, Тесла, Рейндж Ровер, а также Мерседесы. Так как я в прошлом году жил в даунтауне, начал свои машины сдавать и понял, что в даунтауне у людей нету машин, потому что здесь невыгодно. Парковка в месяц $300 стоит, плюс машина, страховки и так далее. И им не нужна даже машина, потому что в городе и так все рядом. Но в пятницу, субботу, воскресенье они хотят за город выехать, там, посетить своих родственников. И поэтому арендный бизнес именно в городе такой достаточно Выгодный. Да, выгодный, да. И поэтому я купил машины, сейчас около 10 машин. И все Cadillac, Tesla, Range Rover. Да. Показываете? Gas is full, just bring the same condition. Gotcha. Yeah. Sounds good. And I'll need your driver license. Yeah, I'll just upload.
Okay. Safe drive. Happy weekend. You too. Bye. Thank you. Thank you. See you tomorrow. Ага, see you. Вот Мерседес только что взяли. И вот на один день этот А человек какие взял. критерии? От скольки начинается там сдача? По ценам, как суточно или как? Да, посуточно, можно хоть на несколько часов, но от $120 у меня машина до $400 в сутки. Это премиум класс. Да, в основном премиум класса. Раньше Улугбек жил в квартире в даунтауне, центре Чикаго, но полгода назад купил дом в связи с пополнением в семье. К тому же его родители получили свои визы. Направляемся в сторону нашего дома. Мы вот полгода назад купили здесь дом, таунхаус называется. Раньше жили вот в даунтауне, это центр Чикаго, но так как случилось пополнение, плюс родители взяли визу, мы подумали, что однокомнатная квартира слишком маленькая, и поэтому решили купить здесь дом. Сейчас вот едем. Моя супруга Биназир. Улугбек – сооснователь компании Шердак Волд. В этом бизнесе, говорит, особой выгоды не имеет. Его цель, чтобы американцы как можно больше узнали о кыргызском народе и о Кыргызстане, о ценности войлочной продукции, и чтобы кыргызские мастерицы могли реализовать свои товары не только у себя на родине, но и на заграничных прилавках. Так он создал 80 рабочих мест для женщин из разных регионов Кыргызской республики. Получается, наша первая партия, в основном 90% наших шердаков были сделаны из шерсти кыргызгой. А кыргызгой, оказывается, шерсть, она как бы немножко ниже качества, чем меринос. А меринос это австралийский, получается, порода, это, да? да, порода. И у них шерсть, она такая более Можете вот здесь приятная, пощупать. что ли. Здесь Вот. можно лежать, Да. и не колет, и мягкая, она Наглядно легкая. можете почувствовать, вот это, по-моему, сделано из кыргызгой. Видите, он да. такой более жесткий. Он еще чуть пахнет. Как бы его не обрабатывали, запах шерсти есть. Да? Да, чувствуете? Пахнет селом. Да. А вот этот, да, потом мы уже поняли, что нужно заказывать именно из мериноса. мериноса, да? Да, из мериноса. Это дороже. Да, они как бы проходят лучшую обработку, и вообще шерсть, она более мягкая, она Вот более можете приятная вот так вот на сделать, ощупь. смотрите, видите? И посветлее. Это легкое, Вот это уже кыргызгой. здесь уже сложнее сгибать. Да, это мы уже поняли после первого раза, затем уже все наши последующие как бы потоки, они все были сделаны А из вообще как? мериноса. Клиенты сами говорят, да, что запах Нет, клиенты- есть Нет, мы сами говорим. Клиенты особо не разбираются. А. Им главное, чтобы был красивый дизайн. Дизайн. Это наша мама, получается, которая курирует вообще бизнес со стороны Кыргызстана. Она сейчас прямо очень сильно разбирается во всем этом. И она нам подсказала, что вот есть такая разница. Не только она, но и в целом женщины, вот эти Которые девушки, с делают, которыми да? мы работаем, они сами нам говорят. Какие виды еще товаров, например, вот есть у вас, да, и что приносит из Казахстана? Мы вообще начинали только с шердака, потом, так как спрос был большой на остальные вот вещи, например, сидушки для машин, игрушки. Хотели попробовать все. Не только шердаки, но и в целом посуду кыргызскую, игрушки, одежду, колпаки, потому что здесь, как бы проживая в Америке много лет, нам вот эти вот такие национальные детали, они очень важны. Нам хочется дома иметь что-то национальное, мы скучаем именно по Кыргызстану. Это в Кыргызстане мы, наоборот, хотим быть более такими, как сказать, современными, делать все, что делают европейцы и американцы, а здесь, как бы, со временем нам хочется вот именно вот такого. И поэтому, когда мы только начали, мы прям завозили все. Игрушки, посуду, шарфы, колпаки, даже некоторые одежду, да, кыргызскую одежду, что еще. В общем, все, что приходило в ум, все, что кыргызское, мы привозили. Мы хотели просто посмотреть, что будет в спросе, что будут у нас покупать. Потому что, когда мы только начали вести страничку в Инстаграме, нам начали писать здесь местные кыргызы. В основном наша целевая аудитория были кыргызы, казахи, узбеки, в общем, Центральная Азия. И поэтому у нас товары были не только из Кыргызстана, но еще и из Узбекистана.
Вот. И мы просто хотели посмотреть на спрос. Смотрим, посуду, скажем, игрушки покупают, но одежду, скажем, не покупают, потому что одежду им отправляют, например, родственники из Кыргызстана, скажем, элементарно колпак, да? Или они просто сами приводят. Потом какие-то панно настенные, вот эти, для стола есть такие покрывала, на английском называются runner, на кыргызском, не знаю, как это может сказать. Что еще? В общем, разная продукция. Но в основном мы заметили, что в спросе именно шердаки. Людям хочется что-то такое купить. И мы решили, с луком решили сделать акцент на это. Также вы знаете, что у нас здесь в Америке ребята кыргыз в основном тракисты или в IT работают. И, скажем, когда они на траке, им хочется вот иметь именно на траке что-то такое национальное. И они заказывают у нас вот такие сидушки. Эти сидушки не только даже не ради того, чтобы иметь что-то национальное, а ради, скорее всего, здоровья, потому что они очень как бы полезные. Ты не потеешь, можно и зимой, и летом на них сидеть, как бы хорошо. И также и у айтишников тоже, они целый день сидят. В офисах, да? Да, поэтому... И вот такие вот шердаки как раз для траков. Да, размеры для траков. Чтобы вот поселить, да, Да, еще у нас вот скоро будет огромная партия домашних тапочек. Именно сделанных из войлока. Да, мы именно прям разработали целую линейку домашних тапочек, сделали анализ местного рынка, потому что не только мы, есть еще и, скажем, индусы, которые продают тоже войлочные изделия здесь, в Америке. И мы хотели немножко отличиться от них. И опять же, наша целевая аудитория уже, мы решили как бы поменять свою целевую аудиторию. То есть немножко сбавить вот весь фокус с кыргызов, с казахов, с узбеков на американцев. Потому что американцы, они более ценят этот продукт. Да. И наша основная цель нашей компании, наша миссия с луком, это именно помочь нашим женщинам в Кыргызстане реализовать именно свою продукцию. И чем больше мы продаем здесь, тем лучше. Мы сами особой такой сильной выгоды от этого не имеем. Естественно, наши какие-то расходы покрываются, но все же как бы наша глобальная миссия это чтобы именно здешние американцы знали про кыргызов, про Кыргызстан, про вообще ценность вот этих таких продуктов. И чтобы женщины в Кыргызстане тоже мастерицы наши кыргызские, чтобы они могли реализовывать как бы свои товары. Здесь, да? Да. Потому что, как мы начали этот бизнес, нам начали многие девушки сами писать. Их дети пишут нам: вы можете у нас купить этот шертак? Как вы отправляете в Америку? Можете нам рассказать? У нас, скажем, моя Пашка шьет, там у нас дома вот столько шертаков, вы можете у нас купить? Они уже люди сами нас находят и сами предлагают свои продукты. Скажите, пожалуйста, вот то, что все то, что она делается, да, вот из войлока, вот вы сказали, что у вас там как бы мама приехала. Я думаю, надеюсь, мы тоже, когда будем в Кыргызстане, возьмем у нее интервью, она тоже может как бы расскажет, да. Вообще, вот, молодая семья, находясь здесь, я до этого вопроса задал как раз Улукбеку. Что вы думаете в будущем, чтобы для молодежи тоже как бы делать какой-то бизнес, и что нужно для этого, да? Чтобы за границей каждый молодой кыргызстанец добился бы успеха и развивал свой бизнес, да? Что для них вы советуете? Ну, в первую очередь, наверное, язык. Без знания языка, ну, никуда. Я советую, наверное, даже именно сфокусироваться на английском. Некоторые учат немецкий или французский, хотят в Европу, но даже там можно прожить именно с английским языком. И бизнес тоже, для ведения бизнеса все равно нужен английский язык. Элементарно для ведения документации, для уплаты налогов, чтобы здесь открыть компанию, должен идти в все госагентства и с ними разговаривать, объяснять свои цели. И второе, это амбиции, верить в себя. Мы вот после просмотра мы с Улуком посмотрели сериал недавно, который вышел, Руслан Акун снимал, по-моему, о Кыргызах. И там как раз-таки эта тема прям очень сильно обсуждается, именно вера в себя. Наша молодежь из регионов в основном, они настолько уже себе построили путь в голове, то, что после окончания школы, скажем, мы поедем в Россию работать. Хотя на самом деле столько возможностей открыто для них.
им не обязательно ехать в Россию, они могут приехать сюда, они могут поехать в Европу, но просто они не верят в себя. А те, кто верит в себя, те, у кого есть амбиции, они добиваются. Вот здесь в Америке сколько? 5, 6, 10 тысяч, наверное, кыргызов, и все они нормально живут здесь, все они помогают своим родственникам, не только своим родственникам, но и своим селам помогают, строят школы, мечети, да. Просто большой поток отсюда именно финансов идет именно в Кыргызстан от иммигрантов. Чтобы воплотить свою мечту, Улугбек переехал в Америку. Он смог себя реализовать не только в Кыргызстане, но и в Чикаго, став успешным бизнесменом. Улугбек советует молодежи не отчаиваться и следовать своей мечте, быть целеустремленными и амбициозными, искать пути развития, ставить цели и добиваться их. Он уверен, что у Кыргызстана много ресурсов, а молодежь очень талантливая. Что вы советуете нашей молодежи, чтобы попасть в Америку, а также добиться такого успеха, как вы? Наверное, в первую очередь английский изучать, потому что, ну, конечно, можно попасть без английского, но, во-первых, очень сложно будет, во-вторых, вообще сложно будет жить, и сложно будет в целом что-то строить, бизнесы, все-таки нужно коммуницировать, свою точку зрения отстаивать, предлагать, коммерческие предложения отправлять и так далее. В принципе, а в целом, наверное, просто нужно быть целеустремленным, амбиции повыше ставить, всегда в хорошем плане оставаться голодными, но в то же время благодарными, да? И нужно, в принципе, искать пути решения, вне зависимости от Америки, либо в Корее, в Кыргызстане, в России. Везде, где бы вы ни находились, нужно делать что-то такое, чтобы... нужно поставить цели, и нужно сначала расписать, как достичь этой цели. Вы не можете посадить картошку и потом через год ожидать апельсин, да? Ну, то же самое, что пожнешь, то и посеешь. Если сейчас много будете работать, правильно будете работать, много изучать, через некоторое время вы получите свои плоды обязательно. Я представляю и уверен, что Кыргызстан будет очень развитым, очень современным. У нас все для этого есть. В принципе, и молодежь у нас крутая. Очень много делается для этого. И, в принципе, мы все, кто находится за рубежом, все помогаем, в том числе болеем за нашу страну. И я очень надеюсь и верю, что у нас есть будущее. Бұл біздің медаліміз 30 жылдыққа қарата ушундай бөліп медаль шығарғанбыз.